Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Где живу или где родился? Где живете сейчас? Где находитесь? Город первого салюта. А это какая область? 31 регион, Белгород. А, Белгород. А вы блогер? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. Нет. Ну только не обманывайте, скажите правду, а то стыдно вдруг. А что стыдно? Прикалываюсь, просто сижу в Ютубе. Канал вы веду. А у вас запись идет? Ну, прямая трансляция. Прямая трансляция. И сколько на человек смотрит? 40. 40. Здравствуйте Всем привет. всем! А вы откуда, где проживаете? Мы в Испании. Юг Испании. Недавно у Кости были, да, у Свердловчанина? Да. Парень такой в кепке, в черных очках. Знаю такого. А вы откуда знаете, что мы там? Ну, мне ребята подсказывают. Я недавно от него ушел, вот запустился. Ой, мы, если честно, лузеры. В смысле? Чайники. Чайники. А вам это надо вообще? Зачем вам это? Ну вот мы блогеров насмотрелись наших, и теперь решили сами. О, а ваши блогеры это кто? Я, например, смотрю, мне очень нравится дядя Слава. Знаю такого, есть у меня с ним ролик. Смотрю Андрюха Пакуль. Вообще, вот он мне как Знаю, нравится. есть ролик у меня с ним, да. Ой, видите? Кого еще? Ну говори ты больше. Царевич. Царевич. Ну, Царевич мой ролик ставил на стриме у себя. Было дело. А как вас можем найти? Меня легко. Заходите в YouTube, набираете «Таежник я» и все. Я слышала об этом, или мне мама рассказывала. Ой, какой кошмар. Господи, не дай бог ваша мама меня смотрела. Ролики-то разные есть. Что вы там Вы знаете, глупости говорите? вообще-то это моя мама, вот чат рулетки. Она нас подсадила на чат рулетку. Вот так вот. Кружка классная. Просто у меня есть ролик, как я стал гинекологом, как бы там я немного так потроллил. Мы себе, я же Ну, говорю. прекрасно выглядите, кстати. Ой, Спасибо. ой. Да ладно, чё ты. Если что, заходите на канал, смотрите ролики разные. Про котят, и про бильярд, и всякое, короче. Вам что хорошее дело делает. Спасибо. Спасибо, всех благ, здоровья, всего хорошего. Вам всего классного. Испания с вами. Спасибо. Полуморской, полуречной, это как? Здравствуйте. Здрасте, бывает такое. Ну, сейчас общался, говорит, карась, полуморской, полуречной, это как? Что-то я думаю, карась в соленой воде как-то себя будет чувствовать не совсем камильфо. Это да. Такой интересный. Ну, он и Сталина был собеседник, может, у них там уже что-то и новое вывели. Понял. А что, с кем общаетесь? Да, со всеми подряд. Так, у вас стрим, блог? И стримы, блог, все есть. Все понял. Прошу прощения, как звать вас? Меня зовут Андрей. Нет, а вот... Таежник я. Как? Таежник я. Да. Ёжник. А карась из-под Фукусимы. Да, там такие будут торпеды плавать из-под Фукусимы. Как в этом, да, где там Чернобыль самый показывают. Не знаю, правда, нет, ну там реально. Не знаю, что с такого сама брать? Не знаю, что с него делать. Мясо водянистое я пробовал, мне Его не опасно понравилось. кушать. Ну да, потом светиться будешь. Да можешь и не светиться, а можешь это... Ну, лохматость повысится или наоборот облысеешь. Там же... Или хвост отвалится. Как в том фильме, ты короче, говорит, тут это...
испытания проводить. Твой говорит, кабанчик мне, говорит, морду набил и кортик забрал. Талалая, ты здесь прекращай всякие испытания. Свиненок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил. И кортик отобрал. Да, то есть... Ох, нифига у вас кружка какая. Китайская. Валберис. Кружка викинг называется. То есть так просто Валберес и все. Да. Ну, у меня это не первое просто. Так. То там кто-нибудь выпросит, подарит, то еще что-нибудь. Ну, так. Ну, бывает, уронят там мои домашние. Она ж этот. Пластик. Ну, пустотелая бывает, да. Не, просто сверху металлическо выглядит. Не, сверху это вот, это вставка. А, Ну, это вставка, ну, опять вот. Мне ее помыли горячей водой, опять герметик отошел. Ну, пусть пока так. Потому что уже давно у меня задумка вставить сюда 2 диодика, лампочку и кнопочку, чтобы глазки загорались. Ой, дурак. Ну, это уже у меня года 3, вот это. Как-нибудь напьюсь, и руки дойдут. У меня все делается по этому делу. По трезвухе что-то не канает. понял. А вы где проживаете, если не секрет? Я из Санкт-Петербурга. Нет, Белгород. Очень приятно. Че, как там у вас, спокойно? Да. Ну, сейчас более-менее. Я вроде бы не слышал, чтобы прилеты были. Не, да, ну, прилеты давно, ну как, у нас там сбивают над городом. В основном страдает Шебекино, Алуйки, такие районы, но более близкие границы. Ой, блин, с этой 404 надо уже заканчивать. Ну, наши же не могут применить, как американцы делали в Югославии, в Японии. Вот общаешься с той стороной, почему-то все забыли. Кто первый применил атомное оружие? Никто не помнит. А потом скажут, что мы. Нет, а дело в том, что и японцы даже уже говорят, что Россия применила Хиросиму и Нагасаки. Я смотрел, у них какой-то был такой потом деятель, ну, он в политику пошел. Он 2 раза поймал. Я не помню, первая была Хиросима или Нагасаки, врать не буду. Он попал в первом городе под удар, переехал во второй, и 2-й раз его накрыло. Прожил до 90 лет и возглавлял именно вот комитеты по, ну, как помощи пострадавшим. Нет, я тоже слышал, вот Чернобыль у нас был, и те, кто там находились, ну, волонтеры, скажем так, или на одних так влияет, на других по-другому. Там непредсказуемо. Я согласен, есть люди, которых током не бьет. Низкая Да. проводимость, есть люди восприимчивые к погоде, ко всему. Я однажды на даче сижу с отцом, а у меня водяной насос. Мгм. Ну и тут это провода, и я их подключаю, я сам электрик. Мгм. Я раз подключил насос к проводам, насос работает. Отец берет вот так 2 провода, говорит, а напряжения-то нет. Я говорю, как нет-то? Опять насос цепляю, работает. Ну, есть люди с низкой проводимостью. Да, сухая кожа, да, низкая проводимость, У меня случай был на стройке. высокое сопротивление. Как в анекдоте. Мужик шел, ну, я еще на стройке когда работал, еще там, по молодости, по юности. Мужик шел, ему камень попал в этот сапог. Ну, он встал, стоит, 2 руками держится за будку трансформатор, ну, и трясет ногой, чтобы этот камень вытрусили. А второй выходит из-за угла, думал, его током бьет. Бьет бревном ему по рукам. Ну, минус 2 руки, блин, переломанные. И смех, и грех. Это точно. Вот многие говорят, кто в армии служил, то цирки не смеются, ребят. Может быть, кто работал на стройке, это полный анфас, это полный финиш, это посмотришь, блин. Да. Это просто, блин. Такое бывает. Хорошо, вот у вас стрим, вы с кем общаетесь? Ну, вообще, кого ищете? Саша, привет из Германии. Я общаюсь со всеми людьми, куда заведет.
А, У меня как бы целенаправленной темы нет. Вот я вот подготовился, что там про монету. Нет, как пойдет, так пойдет. Рыбалка, охота, хобби начинаю, оно все скатывается куда. Кстати, у меня есть на канале ролик, как я стал гинекологом. Что? Опять? Не рекомендую к просмотру. Перед тем, если не сходили в туалет. Не рекомендую. Я там такую пургу. Они бесплатная консультация. И то, и это. И показали. Мне потом звонит знакомого жена, а у него голос такой специфичный. Я его узнаю из миллиарда, наверное, голосов. А я же им представился этим, Станислав Бачеславович. И она говорит: Станислав Бачеславович, когда к вам можно записаться на прием? Я говорю: Танюха, хочешь сейчас приезжать? Все посмотрю, все понюхаю. Ну это есть такие, да. И что меня сподвигло вот это ляпнуть, что я не знаю. Вот. Ну, я был так немного веселый, скажем так. И... Да почему бы и нет? И тут пошло-поехало. Я с ними пообщался, выключил, остановился, я ржал минут 15. Это просто, вот что значит на халяву. Вторая все сидела там: я не беременна. Да подожди, ты дай с этой разобраться. Знаешь, не беременна. Да говорю: да подожди. Вообще. И встала, и сиси показала, и попой повернулась, штаны Ой, кошмар. Кошмар. Слава богу, проктологом не представился, а то бы досмотрелся на всю оставшуюся. Да, это точно. Ладно, всему чату привет, побегу я. Всех благ. Приятно было пообщаться. Взаимно. Хорошего вечера. Ну вот еще один. Что значит еще? Я единственный в своем роде. Я имею в виду еще один блогер, добрый вечер. Я единственный в своем роде. А я знаю, что Неповторимый. сейчас турок был, взял, включился, хотел с ним побазарить. Теперь увидел этого, как я. То ли пустынник, то ли таежник, короче. Ладно. Я понял. Да. Ладно, не Балдеж. обижайся, я знаю мне многих блогеров, смотрю и... Меня обидеть очень тяжело. Да нет, я так шуткой. Мало кто спрячется. Там обиженные напротив меня в другой камере сидели, под шконками. Я понял. Шучу, конечно. Я знаю, что ты шутишь. Ты из Белгорода, по-моему, Да, Белгород. Я из Крыма. Я так гуляю просто. Нет. Как в Крыму, как сезон продолжается или уже? Пусть еще что-то дождик ливанул, блин, а так нормально все, да. 5 сентября, что дождик ливанул, а? Вот, блин. Нет, жара, в море 24-25 градусов вообще. Ну это ж классно. Вчера купался, а сегодня не поехал, тут раз дождик ливанул. А коренной крымчанин, если не секрет? Нет, не понаехавший. Ну сразу видно, коренные вообще не купаются, не загорают. Да они, им некогда, они не знают, что море рядом. Это как в том анекдоте, да, когда мужик прилетел в Турцию, да, брат садится в самолет, взлетает и говорит: а тут что, еще и море было, да? У меня один товарищ, еще когда, в начале, в нулевых годах, также в Турции. Короче, они с женой, да, и он, говорит, 2 раза, говорит, на море все был, из бара не вылезал. Там все включено, короче. Ну, я вот не люблю такого. Я тоже Ну, не понимаю. тюлень, как тюлень. Зачем ты туда летал, говорю? Как тюлень, приехал, упал, блин, все, блин, на шезлонг, пиво, кабак. Нет, неправильно понял. Он пролопал все время. Голодомор. Он говорит: я, говорит, спускаюсь, а мне там уже в баре, там же есть бар проходит, все включено. Меня, говорит, уже знают, сразу, говорит, включают Владимирский Централ мне и сразу наливают. И у него понеслась на весь день. А что там, говорят, там Зеленский 48 часов дал, чтобы вы там съехали? Вы собираете чемоданы, нет? Да мне, ты знаешь, сколько вот так вот, когда разговариваю, сколько мне обещают. Ваня, кстати, дурачок, ты мне раз попадался. Кстати, Ванечка у меня вчера был, надо сделать. А он еще по осени мне обещал, где-то в ноябре или в декабре, сказал, что в феврале мы вас все освободим, короче. До этого еще 1 января. А тут я, короче, сегодня ролик специально сделал. А, кстати, может, узнаешь этого товарища, я тебе покажу его. Не могу его найти, он тоже блогирует или стримит, да, из Бандюган, короче. Может, ты его знаешь, может, попадался к тебе.
Я только вырезку сделал. Вот смотри, послушай, может увидишь его. Вот такого вот. Так плохо видно, да? Блин, не видно, блин. Во, видно. А, нет, такого не знаю. Знаешь? Вот слушай, записано, видишь, когда? 27 Ну, да. 27 февраля. Я на 1 сентября мне дал этот прогноз. Николай, Ваня... Николай, ты мне написал или? Короче, он мне сказал на 1 сентября. Я дождался 1 сентября, сегодня вот сделал вырезку из того видео. Мы с ним долго разговаривали. Вот Мне Ваня вчера сказал, что Новый его год он найти. будет отмечать в Москве. Новый год. Я говорю, Ваня, ты уже должен. Мне обещал в феврале. Говорю, ты уже должен половины России, ты уже везде проспорил. Ты что, говорю, миллиард... Где-то это, бабушка где-то появилась в Америке или что? Пипец, блин. Как вот они вот это все верят. Что? Я ржу над ними. Это знаете, вот, в случае Вани, да, говорит, это... Когда Вовочка приходит в школу, говорит, Марья Ивановна, все, я с вашей школы ухожу, все, идите вы нахрен, учиться не буду. Вовочка, а что произошло? Так, говорит, понимаете, письмо пришло. У меня оказался дед в Америке, миллиардер. Он ослеп, и надо ему помогать. Она говорит, Вовочка, так может мы вот сюда, в Россию перетянем, возьмем, дадим шефство, будем ухаживать. Марья Ивановна, в телеграме четко прописано. Дед ослеп, а не... Вовочка, да? Ну, как всегда. Продвинут. А я думал, она ему предложит замуж за него выйти. За Вовочку. Ну, она примерно так. Сказал, наверное, Вовочка, ты мой самый любимый ученик. Давай поженимся. Бывает Вот такое. это было тоже прикольно, да? Сразу. Вот. Ладненько, Крыму мира, добра. Давай. Всё, Не благ. буду тебя задерживать. Всё, Давай, благ. счастливо. Пока. Если что,